Здравствуйте, меня зовут Дангак Илона. Я ученица объединения «Музейное дело». Я сейчас вам прочту рассказ Николая Николаевича Носова «Автомобиль». Когда мы с Мишкой были совсем маленькими, нам очень хотелось покататься на автомобиле. Только это никак не удавалось. Сколько мы ни просили шоферов, никто не хотел нас катать. Однажды мы гуляли во дворе. Вдруг смотрим, на улице возле наших ворот остановился автомобиль. Шофер из машины вылез и куда-то ушел. Мы подбежали. Я говорю, это Победа. А Мишка, нет, это Москвич. Много ты понимаешь, говорю я. Конечно, Москвич, говорит Мишка. Посмотри, какой у него капор. Какой, говорю, капор? Это у девчонок бывает капор, а у машины капот. Ты посмотри, какой кузов. Мишка посмотрел и говорит, ну, такое пузо, как у москвича. Это у тебя, говорю, пузо, а у машины никакого пуза нет. Ты же сам сказал пузо. Кузов, я сказал, а не пузо. Эх ты, не понимаешь, а лезешь. Мишка подошел к автомобилю и сзади и говорит, а у Победы разве есть буфер? Это у москвича буфер. Я говорю, ты бы лучше молчал, если ничего не понимаешь. Буфер есть у москвича и у Победы. Мишка потрогал буфер руками и говорит, на него можно сесть и поехать. Не надо, говорю я ему. А он, да ты не бойся, проедем немного и спрыгнем. Тут пришел шофер и сел в машину. Мишка подбежал сзади, уселся на буфер и шепчет. Садись скорей. Я говорю, не надо, а Мишка, иди скорей. Эх ты, трусишка. Я подбежал, прицепился рядом. Машина тронулась, и как помчится. Мишка испугался и говорит, я спрыгну. Не надо, говорю, расшибешься. А он твердит, я спрыгну. И уже начал отпускать одну ногу. Я оглянулся назад, а за нами другая машина мчится. Я кричу, не смей, смотри, сейчас тебя машина задавит. Люди на тротуаре останавливаются, на нас смотрят. На перекрестке милиционер засвистел свисток. Мишка перепугался, спрыгнул на мостовую, а руки не опускает, за буфер держится, ноги по земле волочатся. Я испугался, схватил его за шиворот и тащу вверх. Автомобиль остановился, а я все тащу. Мишка наконец снова залез на буфер. Вокруг народ собрался. Я кричу, держись, дурак, крепче. Тут все засмеялись. Я увидел, что мы остановились, и слез. Слезай, говорил Мишка, а он с перепугу ничего не понимает. На силу я оторвала его от этого буфера. Подбежал милиционер, номер записывает. Шофер из кабины вылез. Все на него набросились. Не видишь, что у тебя сзади делается? А про нас забыли, я шепчу Мишке. Пойдем. Отошли мы в сторонку и бегом в переулок. Прибежали домой, запыхались. У Мишки обе колена до крови ободраны и штаны порваны. Это он, когда по мостовой на животе ехал. Досталось ему от мамы. Потом Мишка говорит, штаны – это ничего, зашить можно, а коленки сами заживут. Мне вот только шофера жалко, ему, наверное, из-за нас достанется. Видал, милиционер, номер машины записывал? Я говорю, надо было остаться и сказать, что шофер не виноват. А мы милиционеру письмо напишем, говорит Мишка. Стали мы письмо писать. Писали, листов 20 бумаги испортили. Наконец написали. Дорогой товарищ милиционер, вы неправильно записали номер. То есть, вы записали номер правильно, только неправильно, что шофер виноват. Шофер не виноват, виноваты мы с Мишкой. Мы прицепились, а он не знал. Шофер хороший и ездит правильно. На конверте написано, угол улицы Горького и Большой Грузинский получит милиционеру. Запечатали письмо и бросили в ящик. Наверное, дойдет.